С 25 марта в Аше 58 тысячам семей оказана гуманитарная помощь. Из Фонда государственных материальных резервов было выделено 230 тонн муки. А в связи с продлением срока чрезвычайного положения в регионе с 25 апреля для нуждающихся граждан государство оказало помощь на 22 миллиона сомов. Продовольственные пакеты по 800 сомов розданы 27 700 семьям, зарегистрированным в системе 1227 Түндүк. По словам градоначальника, в настоящее время готовится 5000 продуктовых наборов, предусмотренных 4-м траншем гумпомощи. Мы также продолжим оказывать помощь нашим гражданам. Так, в настоящее время готовится около 5000 продовольственных наборов. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Аше стабильная. 108 пациентов из 113 с вирусом COVID-19 полностью выздоровели. К сожалению, болезнь унесла жизни 2 граждан. В городе полностью выявлены контактные лица с зарегистрированными больными и выведены из карантина. Однако нет никакой гарантии, что все опасности позади. Все же имеется риск заражения. По этой причине посты в приграничных соседними районах и частях города Ош не были убраны. Санитарно-карантинная служба тщательно проверяет пассажиров. Через посты беспрепятственно проходят сотрудники предприятий, работающие в городе, безусловно, при наличии соответствующих документов. С 1 мая в Аше запущены 7 сфер деятельности. В мэрию города поступило более 3000 заявлений от предпринимателей. Мобильно-комиссионная группа, созданная при мэрии города, будет работать по соблюдению ими установленных требований. Согласно новым правилам, в дальнейшем будут приняты меры не к сотрудникам, проигнорировавшим требования, а их руководителю. Из-за невыполнения санитарных требований около 50 предприятий закрыли. Наложены штрафы на 13 бизнес-объектов. Вместе с тем, 7 мобильных групп проверили 691 объект. А перевозка рабочих, организация для них автотранспорта, ответственность предприятия. В целях предотвращения дальнейшего распространения вируса пока не возобновлено движение общественного транспорта. Руководители, которые не смогут создать условия для работников, обязательно будут привлечены к ответственности. Сотрудники заработавших предприятий в обязательном порядке пройдут проверку. Тут важно отметить, они пройдут не экспресс-тестирование, а ПЦР-тесты. Цель, опять-таки, недопущение дальнейшего распространения коронавируса. На предприятиях поэтапно мы проводим инструктаж, как носить маски и перчатки. И прежде всего у всех работников берем анализ, чтобы предотвратить распространение вируса. В сфере строительства есть проекты, направленные на решение потребностей населения за счет местного бюджета. В числе объектов, которые будут сданы в эксплуатацию до конца года, по питьевой воде, школа, детский сад и водопровод. Джазгуль Бакытбекқызы, Нургыз Абдрахманова, Алато, 24, Ошская область.